Представитель Всемирного уйгурского конгресса принял участие в форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве и призвал Китай прекратить политику, запрещающую уйгурский язык. На 12-м форуме ООН по вопросам меньшинств представитель Конгресса Зумритай выразила озабоченность политикой, запрещающей использование уйгурского языка на всех уровнях образования в Восточном Туркестане, и потребовала от Китая отменить эту политику и уважать международное право. Появились новые подробности китайских репрессий в отношении уйгуров. Нью-Йорк Таймс сообщает, что масштабы систематического насилия мусульман со стороны Китая выросли в разы. Газета издала статью под заголовком «Китай использует ДНК для идентификации личности и проводит незаконный сбор данных». Репортеры Суи Ли и Пол Мозур доказали, что официальные представители города Тумшук взяли образцы крови у сотен уйгуров для классификации ДНК и заявили, что передовая технология, разработанная в США, используется Китаем для контроля уйгуров и других тюрков. Китай планирует ввести визовые ограничения для американских дипломатов и сенаторов, которые подняли вопрос о нарушениях прав человека в Восточном Туркестане. Главный редактор китайской телекомпании Global Times сообщил, что администрация Пекина работает над законом, позволяющим запретить выдачу виз официальным лицам и сенаторам США, которые расследуют негативную обстановку и нарушения прав человека в уйгурском регионе. В свою очередь, Сенат США одобрил законопроект о поддержке уйгуров Восточного Туркестана, который предусматривает санкции в отношении китайских чиновников, замешанных в нарушениях прав человека. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщил, что Китай содержит уйгуров и других мусульман в лагерях, называемых Пекином центрами профессиональной подготовки. Отвечая на вопросы прессы о торговом соглашении с Китаем, за которым пристально следили рынки в течение последних месяцев, президент США, посетивший Лондон для участия в саммите НАТО, сделал ряд заявлений и указал, что для окончательной даты заключения торгового соглашения лучше дождаться президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года. Напомнив, что Китаю не терпится заключить данное соглашение, Трамп сказал, что все зависит от его воли. На 4-м саммите по вопросу Сирии Реджеп Таyyip Эрдоган встретился с президентом Франции, канцлером Германии и премьер-министром Англии Борисом Джонсоном. Встреча, которая была закрыта для прессы и прошла в канцелярии Джонсона, длилась около 50 минут. По словам Эрдогана, саммит прошел плодотворно. 4 страны издали совместное заявление, в котором указывается, что было достигнуто соглашение о прекращении нападений на мирных жителей во всех регионах Сирии, включая Идлиб.